Международные правозащитные организации призывают власти Центральноафриканской Республики сотрудничать с посольством России и миссией ООН. Это нужно для скорейшего расследования убийства 3 человек, у которых из документов были только удостоверения российских журналистов. К этому часу подтвердилось, что в Центральноафриканской Республике погибли 3 граждан России. Информагентства называют имена. Это журналист Архан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. В Африке они снимали документальный проект о работе частных военных компаний. Предполагается, что журналисты стали жертвами нападения вооруженных грабителей. У 2 погибших найдены просроченные пресс-карты известий. Гибель россиян с документами журналистов предварительно подтвердил российский МИД. Тела уже доставили в столицу африканского государства. Там дипломаты проводят процедуру опознания. Говорим о языке, анализируем там закон о госязыке, анализируем там, нужно ли там приравнивать там родной язык государственному, там, да, какой в какие списки носить, как там переводить учебники и лицензировать ли эти учебники. Значит, в то время, когда совершенно очевидно, что этот закон, который собираются обсуждать, является элементом большей проблемы. И у нас много свидетельств, что эта проблема больше. Ведь на самом деле, обратите внимание, этот закон появился уже вскоре после того, как был отказ от подписания направления союзного договора. Последний раз с ним виделся этим летом. В Рамадан, в июне месяце, мы были на мероприятии, посвященное Ифтару, одной из общественных татарских организаций. И очень интересно, многие татары говорили на татарском языке. Архан сидел рядом со мной. Я ему некоторые слова, хотя азербайджанский и татарский язык похожи, да, тюркский языки, но есть все-таки какие-то различия, я ему некоторые слова переводил. Было очень интересно, так как в этот момент была как раз такая общественная дискуссия по поводу татарского языка, потому что хотели принять закон о том, чтобы татарский язык в Татарстане обязательно перешел в факультативное. И Архан на этом мероприятии очень... Мне всегда нравилось Архан, он смотрел вглубь проблемы, да, он видел глубь проблемы, он смотрел туда, и не какие-то такие поверхностные вопросы, ответы у него были, а у него всегда решения были такие, как бы кардинальные. И мне очень понравились его тогда слова, хотя, как бы, и аудитория такая татарская была, да, скажем так, не его, но он очень хорошо говорил. Самое главное, ему дали последнему слово, и он очень хорошо поставил точку во всей этой дискуссии. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мир вам, дорогие друзья. Сегодня мы собрались для того, чтобы почтить память нашего друга Архана Джемаля, который безвременно от нас ушел, мир ему. Он был хорошим человеком, правдивым, честным, открытым для всех. Он переживал за всех, за нас. Он был настоящим патриотом нашей страны, потому что патриот не тот, который, значит, хлопает в ладоши и восхваления свои произносит, а патриот тот, кто борется за то, чтобы жизнь в нашей стране стала бы еще лучше и более справедливой. Архан был глубокий мыслитель. Он очень глубоко все это воспринимал. Вот мы, татарский народ, татары Москвы, помним его выступление на круглом столе на Ифтаре, когда он с большой заботой говорил о сохранении родных языков народов России. Что значит для нас татарский язык политический вопрос? Вот смотрите, сегодня прозвучал совершенно правильный резон. То есть отлично, там, да, на вот это дело идут деньги на изучение татарского языка, идут деньги, закладываются в бюджете, там, да, а поскольку вы им не пользуетесь, то чем мы вам будем эти деньги давать? Там, да? А поскольку это вопрос политический, не вам решать. Это Татарстан, национальная республика, и не вам решать. Это не дотационная республика. Это наши деньги.
И мы решим, куда их тратить. На какие-то другие блага или на обязательное изучение татарского языка. Это наша тема. Что? Не хотите учить? Не надо. Но поскольку это национальная республика, почему здесь нет закона, что любой чиновник обязан владеть двумя государственными языками, обоими государственными языками? Бүгін бик бір қарасаң ауыр күн, конечно, міне семьяға біздің соболезнования білдіреміз. Жақын достарға міне қой бір кіші көп бик білген, міне Руслан, например, кішілер бик жақын туғандарына. Но бізге де ол, значит, зор потеря. Міне мен рекомендую оның міне соңғы бірнеше кешіне біз өткерген оның интервьюсын біз түсірдік, да. Міне оның нық игтибар етіп тыңдасаңыз, да, анда бик зор смысл бар, да. У него подход вот к нашему сохранению татарского языка был очень нестандартный, наверное, такой неординарный, такой был предметный. Ну, конечно, он был очень интеллектуальный, очень начитан, очень смелый, да. И сама постановка вопроса, вот она даже для нас, для татар, он же к нам обращался по татарскому языку. И то она для нас была, конечно, такой неординарной. Вот, я очень рекомендую всем посмотреть. Ну, здесь долго говорить наши соболезнования. Значит, были большие планы, конечно, с ним связаны у нас. И перед молодежью выступить, вот это его отношение. И, к сожалению, всем в руках Аллаха. Нам еще раз всем здесь, наверное, задуматься о жизни, которой живем мы здесь, и о той жизни, которая у нас впереди, да, о второй жизни. Вот, поэтому, значит, наши соболезнования и жире туфраклары жеңіл болсын, и Аллах Тағала қабыл етсін. Я хочу начать с фраз великого Низами, чьим наследником Орхан является. Он на самом деле, исходя из фраз великого поэта, который творил в XII веке, каждый год отмечается годовщина ЮНЕСКО, прославляет классическую литературу, является колыбелем мировой классической литературы. Что он сказал, великий поэт? Вечной славы достоин лишь только тот, кто хочет людям добра и ценит правду выше серебра. Солнце на покой садится за гранью вод, но вода волною до солнца не доплеснет. Солнце бережет землю от всякой беды, а я отражаю солнце зеркалом воды. Орхан именно был таким наследником, что он отражал солнце зеркалом воды. Он не любил лицемерия. Он был смелым, отважным воином. Он был отважным воином защиты справедливости. Почему он погиб? Он поехал туда, куда многие не осмелились бы. Но такие люди не умирают. Сегодня его физически нет среди нас, но мы живем с ним, значит, он не умер. После физической смерти духовный рост таких людей продолжается. Он проникает в каждую душу, потому что он излагал души людей. Как я счастлив, когда сквозь мои глаза и моей лицевой плоти открывается пространство честности, порядочности, любви. Именно Орхан олицетворял любовь, которую сотворен весь мир. Он в нашей многонациональной России, в этой среде разных народов и культур, для чеченца был чеченцем, для татарина татарином. То есть
о масштабе его личности можно говорить долго. К сожалению, его среди нас нет, о нем непривычно говорить в прошедшем времени. Но как бы там ни было, мы должны принимать факт таким, какой он есть. Но я думаю, что то наследие, и это не какие-то громкие слова, да, которые обычно говорят про каких-то там писателей, выдающихся политических деятелей. То наследие, которое нам оставил Орхан, это человеколюбие, это гуманизм, это борьба за справедливость, это умение, профессиональное умение и желание истинно и искренне помочь всем говорить правду. Вы знаете, он работал во многих местах и по долгу профессии. Он мог бы быть таким каким-то пропагандистом и так далее, но при всем при этом он остался настоящим журналистом, настоящим патриотом, и он нам преподал урок того, как нужно говорить правду, на каком уровне, как это сделать, как найти путь к сердцам людей, к разуму людей. Это действительно выдающаяся личность, которая останется в нашей памяти навсегда. Орхан был моим другом, не только моим, но присутствующих здесь людей. Вот, человек, который не оставлял никого равнодушным, был очень честный, открытый, смелый, умный. Вот, и был одним из лидеров мусульман, тюрок. Вот, в последнее время он активно выступал в поддержке татарского языка. Но он всегда был там, где притесняют, там, где требуется помощь. Вот. Орхан всегда был впереди, у него было большое сердце. Вот. И он никогда не отказывался от того, чтобы кому-то помочь, посодействовать и так далее. Поэтому его уход – большая потеря. Мусульмане не только России, других стран скорбят, вот, переживают и считают, что это большая утрата для всех нас. С одной стороны, такой, скажем, печальный момент. С другой стороны, такие моменты каждому из нас, наверное, дают возможность задуматься о том, что происходит вот в нашей среде, ну, в нашей мусульманской среде, наверное, скорее всего я скажу. И почему вот такие потери, вот как Орхан, или Гайдар Джамаль, и другие тоже братья, которые покинули эту землю, они оставляют, наверное, большее сожаление, чем смерть десятков, может быть, даже сотен людей. Потому что я говорю вот о том, что вот наша умма, вот о которой мы говорим, мусульманская умма, мы джамаат и прочее. Почему она сегодня находится в таком плачевном, я бы сказал, состоянии? Реально она в плачевном состоянии находится, будь она в рамках Российской Федерации или даже в мировом масштабе. Вот пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорил: «Аль-му'мину аль-кавию а'адзу ва ахаббу иля Аллахи та'аля мин аль-му'мин аль-да'иф». Некоторые думают, что это физическая только сила. То есть пророк говорил, сильный мусульманин, он любимее и ближе для Аллаха Субхану ва Тааля, чем слабый мусульманин. Некоторые думают, что это нужно быть дагестанцем, с мускулами, с такими, и он как бы ближе к Аллаху и любимое. Нет, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, я думаю и уверен в этом, он имел в виду и это, ну и другое тоже. Вот наша умма на сегодняшний день не имеет таких сильных людей, или имеет их настолько мало, как Орхан Джамаль, и поэтому она слаба. Да, среди нас есть люди, которые прочитали очень много книг об исламе, прочитали, может быть, даже есть люди, которые выучили наизусть Коран, есть люди, которые очень шустро могут любой вопрос объяснить по фикху и по-другому. Но среди нас, клянусь Аллахом, я думаю, что все со мной согласятся, нет исламских журналистов. Да просто мусульман-журналистов, которые бы освещали общие темы и мусульманские темы одновременно, как был Орхан Джамаль.
Среди нас нет таких видных, которые сочеталось бы в них вера, ислам и знания в области той же медицины, в области политики, в области образования. Но реально же это? Я же не преувеличиваю, наверное. И поэтому сегодня вот уход Архан Джамаля для нас огромная потеря. Огромная потеря. И то, что таких людей очень мало, и их практически, можно сказать, можно пересчитать по пальцам, дает возможность вот этим невеждам уводить нашу молодежь, мусульманскую молодежь, искреннюю молодежь, любящих Аллаха и Его посланника, но остающихся невеждами в вопросах общей, скажем, жизни, уводить в разные группировки и сгорать смертью вот этих войн, которые мусульманам никакой пользы не приносят. Наоборот, они дискредитируют ислам. Поэтому вот эта потеря, она вот с точки зрения, если взять шире, да, с точки зрения потери нашей уммы, она огромна. Огромна потому, еще раз повторю, потому что таких людей практически нет. Практически нет. И поэтому я уверен и считаю, что действительно его мы можем назвать, вот как Гаяр сказал, шахидом можем назвать. Потому что он действительно сочетал в себе и как исламский журналист, как мусульманин, хороший, сильный мусульманин. И в вопросах политики он разбирался, и в других вопросах он был компетентен. Он сочетал в себе те качества, которыми, наверное, должен обладать каждый из нас. И мы до этого, конечно же, не дотягиваем, и вот здесь наша главная слабость. И здесь наша... А, кстати, вот перед кафе, перед тем, как сюда зайти, мы тоже об этой проблеме говорили. Об этой проблеме мы всегда говорим, но теряем таких людей. И поэтому, вот как я сказал, действительно он шахид. Он шахид, потому что он был на пути Аллаха. Он служил его религии, служил народу, служил людям. Он был компетентен в очень широком спектре различных вопросов. И о нем действительно можно сказать, вот кораническим аятам, «Валя тахсабанна алладина кутилу фи сабилиллахи амвата, баля ахьяун инда раббихим юрзакун». Инда раббихим юрзакун. И не говорите, воистину не считайте тех людей, которые погибли, были убиты или погибли на пути Аллаха. То есть служа религии Аллаха, служа народу, служа тем целям и заветам, которые оставил наш пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям. Даже если они покидают эту землю, вот я ему, сыну его, говорю, не считайте, что он мертв. Нет. Они живыми остаются и в наших сердцах, и в продолжении своего рода они остаются живыми в тех мыслях, и «Инда раббихим юрзакун». Они получают у своего Аллаха удел. Они получают у Аллаха свой благородный удел. И многие из нас, может быть, даже не достигнем такого счастья получать удел у Аллаха за свои дела, которые мы делаем в этом мире. Пусть Аллах Субхану ва Тааля упокоит его душу. Пусть Аллах Субхану ва Тааля простит ему и нам всем наши грехи. У нас у тюрков, у тюркских народов, в частности и у татар, мужчин настоящих всегда называли ир-ат. С конем на скаку сравнивали мужчину. И действительно, и отец, и Архан, и коллеги Архана, вот эти два русских настоящих ребят, они все пали на скаку. Просто настоящие люди никогда не думают о потусторонней жизни. Они живут, пока живут, они творят, они борются, они помогают, они очищают нашу жизнь. И Архан вот тоже, мне кажется, ушел от нас на скаку. Архан мне почему-то больше запомнился как-то общетюркским человеком. Вот тут кто-то и говорил, что он и на татарском говорил, и на другом.
он боль любого своего соплеменника через свое сердце переносил. И сразу же входил в душу этого своего собеседника и делал все, чтобы было этому человеку, этому народу, этой стране полегче. Мне кажется, вот и эта последняя поездка, все, мы не знаем, никто из нас не знает, все, что творилось и что произошло, но тем не менее Орхан, выполняя свой человеческий долг, на скаку ушел от нас. Пусть урна джаннатта болсын, мы не имеем права забывать таких людей. И не надо говорить, что у нас среди нас нет таких. Народ, родивший Орхана и Гейдара, не перестанет рожать настоящих патриотов. Они будут, они среди нас, они в грядущих поколениях. Я думаю, тюркский мир пережил очень много катаклизмов, очень много разводов, расколов, но тем не менее народ продолжает жить, и не надо прибедняться, что нас 20 только миллионов. Ну вот, скажем, я по своему народу знаю, 300 лет тому назад, 400 лет при взятии Казани, татар было 6 миллионов. До сих пор 6 миллионов пишут кое-где людей. А как начнешь изучать, Тургенев из татар, Куприн из татар, Толстой татар, ну, по сути дела, я вот работаю в газете, недавно мне Руслан Семенович Гринбергом пришлось встретиться, Академию РАН, член Академии РАН, Институт экономики возглавлял до сих пор. Как-то разговаривали, говорит: Ренат, ведь у нас у евреев национальность определяется по матери. Так что у меня мать татарка, говорит. Его сестра говорит Да, прекрасно. да, у нас у евреев. А вот мы иногда забываем. Мы тюрки очень интернационально, чересчур интернационально. И мы очень, прежде всего, не о себе думаем, а думаем о государстве, о соседе, о своих товарищах. Но это не все способны ценить. Орхан был настоящим сыном тюркского мира и исламского мира. Спасибо вам. Но наш год, поверьте, был глубоко омрачен уходом в прошлом году Гейдара Джамала, его трагическим уходом, трагическим, обидным, ужасно обидным уходом Гейдара Джамала. Орхана, извиняюсь, да. Уход Орхана был особенно тяжелым, потому что если у Гейдара, ну, есть, Бог говорят, ну, болезнь, взял, отдал и отнял. Но смерть Орхана, это была такая боль. Человек, который, понятно, его биография изобилует фактами, что он был героическим человеком, военным корреспондентом, который сделал смыслом жизни рассказать правду о том, который не всякий осмелится лезть туда, потому что это было опасно в первую очередь для жизни. Но Орхан был неотъемлемой частью нашего азербайджанского общества, вот, поверьте. Дорогие братья, уважаемые сестры, мы собрались по очень печальному поводу, и по печальному поводу вдвойне. Когда мы теряем любого из нас, это для нас очень большая потеря. А когда мы теряем такую личность, каким был Орхан Джемаль, эта потеря возрастает вдвойне, сотни раз. Но это об этом было очень хорошо сказано.
здесь нет ни одного лишнего человека, и каждый из вас мог бы высказать свои чувства, свое понимание личности, жизни, борьбы Орхана Джемаля. И не было бы сказано ни одного лишнего слова. Вот наш уважаемый Хазрат очень проникновенно сказал по этому поводу. Он не был просто журналистом, он не был просто человеком. Он для нас, тюркских народов, мусульманских народов, являлся воплощением современной жизни воина. Каким должен быть воин в гражданском обличии в 21 веке, в той социальной, национальной среде сложнейшего 21 века, в которую мы все с вами помещены. Отец и сын Гейдар Джемаль и Орхан Джемаль были, безусловно, людьми необыкновенными в нашей стране. И они были хорошо известны. Я лично, к сожалению, только эпизодически встречался и с отцом, и с ним. Можно сказать, мы не успели встретиться по-настоящему. И потеря в таком раннем возрасте Орхана Джемаля — это потеря преждевременная. Это потеря таких людей, таких личностей, которых мы с вами обязаны не терять, чтобы потом не произносить этих слов. Поэтому дело, которому отдавал всю свою жизнь, все свои помыслы Орхан Джемаль, должно нас побуждать смотреть вперед с открытыми глазами, с поднятой головой. И вместо одного Орхана должны стать 100 тысяч таких людей. Нас очень много. Нас очень много. Тюрков, мусульман, я не хочу ни преувеличивать, ни преуменьшать. Более 20 миллионов в Российской Федерации. Я не буду говорить за пределами Российской Федерации, вы сами знаете. Нас много. И в то же время нас очень мало, потому что нам нужны личности. Личности с несгибаемой волей, с беззаветной душой. Нам нужны бессребреники. Люди, которые жертвуют собою. Орхан Джемаль не тлел, он пылал. И какими были вот люди, скажем, прошлого, начала 20 века. Эти люди ведь тоже любили жизнь, но не жертвовали собой. И в современных условиях вот жизнь Орхана Джемаля — это жизнь воина, каким я представляю себе наших предков во все века, какими были татары, тюрки и даже не тюркские народы, уграфинские народы, кавказские народы, славянские народы, то есть все, с кем мы с вами живем на просторах нашего великого континента и будем жить. Орхан Джемаль отдавал свою жизнь для того, чтобы с нами считались, чтобы нас уважали, нас ценили. Поэтому он погиб, точнее, может быть, ему помогли погибнуть. И оценивая эту нашу потерю, я еще раз хочу сказать, что мы должны беречь друг друга, должны беречь во всех отношениях. Это огромное счастье погибнуть именно при исполнении служебного долга. Вот. Пусть Аллах Всевышний примет все его благие деяния и возвысит его степень в раю, потому что такой бесстрашный человек мог поистине искренне бояться только гнева Аллаха Всевышнего, не бояться каких-то трудностей, жизненных перипетий, находясь в горячих точках и неся свою точку зрения, говоря бесстрашно о справедливости в этом мире. Иншаллах.
Мы гордимся. Мы гордимся Орханом. И мы гордимся не только Орханом, его корнем. Откуда у Орхана был такое, мужество? Я думал об этом. Мне повезло, что я был знаком с его дедом, Джахидом Джамалом. Вот. Я молодым студентом, еще факультет журналистики МГУ. Интересно было познакомиться. Да, познакомились с ними. Он был проректором, я забыл, это университета. Потом он стал заслуженным художником России. Вот. Ну, там, потом мы в нескольких мероприятиях, там образовался Азеррос, там мы встретились, Азербайджанский конгресс. Вот. А я как раз потом я прочитал об этом, что они из рода карабахских ханов. Вот. А я как раз вспомнил, вот Джахид Джамалом, когда мы встретились, вот как-то он рассказал мне, что есть около Агдама место захоронения карабахских ханов. Мало кто это знает, потому что в советское время этому значения не придавали. Вот. А это подобно, как в Кремле, это московских царей. Вот, там же есть захоронение в Кремле. Вот, вот там был около Агдама, там, Карабах. Это между Шуши и Агдамом, там, да? Вот где-то было захоронение. Это назывался имарат. К сожалению, сейчас этого имарата, это захоронения нет. В результате это армяно-азербайджанский вот это конфликта разрушено. Сейчас это под контролем армян, это территория. Просто я уже здесь не место, просто вот, конечно, это очень больно. Люди, это общетюркское достояние было. Это место захоронения, имарат, это карабахский хан, начиная с Панах-Али хана. Это род Джахида Джамала. Джахид Джамал родился в 1928 году, умер в 2011 году. Вот. Да, мы с ним были очень интересные говорить. Вот. Как раз от него я знал, что они откуда, из какого рода. Потом я видел это ханский дух у них. Его познакомился, когда я Гейдар Джамалом, он в 1947 году родился. Гейдар Джамал. Ну, в 2016 году он ушел из жизни. Потом я познакомился с Орханом, он родился в 1966 году. Ушел из жизни, не знаю. Короче говоря, это для меня было это целая эпопея. Я сегодня рад, что эпопея не закончилась. Продолжает этот предмет наш Мансур. Давайте поможем Мансуру. Поможем Мансуру, как сможем. Все. Вот я призываю к этому. Да, Орхан был таким человеком. Правда, для него был в первую очередь. Невзирая это национальность человека вообще как-то. Как великий Сократ сказал, правда дороже для меня. Это определяет человеческое качество каждого личности. Это как личность. Аллах рахмат эйлесин. Орхан нурман долсун. И принесу свое соболезнование семье, родным, близким. Мне очень горд я был, когда слышал маленький Мансур, тогда сказал, я когда расту, буду как отец великим. Делаем, что он так будет, и мы поможем. Вот мы. Спасибо всем. Придя сюда, я вспомнил,
что, оказывается, с Арханом мы последний раз виделись в этом заведении. Благословенный месяц Рамадан. Здесь мы с ним общались, вместе ходили в мусаллю, читали намаз. И там тоже долго общались. Оказалось, это было последним общением. На круглом столе еще было. На круглом столе? Да. В июне, 21 июня. Это Рамадан? Да, это после. После Рамадана? Ну, значит, это был последний, это предпоследний тогда. Ну и, конечно, очень молниеносно прошло время, уже больше 40 дней с его гибели, это тоже большая утрата. Естественно, то, что мы здесь сидим, и то, что здесь сидят люди, представители разных народов, национальностей, да, и не только россиян, но здесь присутствует и из дальнего зарубежья. Это показатель того, о величине этой личности, да, это важный момент. Естественно, мне больше, конечно, довелось взаимодействовать с его отцом, Гейдар Джамалем. Мы познакомились в 1987 году и начали работать, и, в принципе, работали над созданием Исламской партии возрождения СССР. А затем возглавляли штаб в Москве вместе с Гейдар Джамалем. Ну и как я после этого я уже увидел этого молодого Архана, вот, увидел у него такие вот качества его отца, видел, что он очень тяготеет вот этой харизме, вот, и все время ощущалось вот что-то такое гейдаровское в нем, устремление и так далее. И потом общение, действительно, человек, он отличался от отца, безусловно, но есть, конечно, один общий стержень. Этот общий стержень, в принципе, у них оставался до конца жизни. Но тем не менее, я хотел бы здесь отметить о том, что Архан был, конечно, такой, как здесь говорилось, и бессеребренник, с одной стороны, что это очень важный показатель. К сожалению, очень многие игнорируют этот момент, и сейчас у нас материальная жизнь, она становится образцом для многих, о том, что кто в большем достатке, в большем положении. Но, к сожалению, если вы обратите внимание, большинство, которые гонятся за достатком, накапливают недвижимости и так далее, потом после их смерти их родственники, дети дерутся и становятся врагами, да? И они не объединяются, разделяются. А Архан как раз стал тем, который именно объединяет, и не только объединяет своих близких, но и объединяет разные народы. То есть, и поэтому как раз это является тоже показателем, и наше здесь собрание, наше здесь присутствие, это показатель того, о значимости фигуры Архана. И, иншаллах, надеемся и просим Всевышнего, чтобы у нас было больше таких, как Архан. Мы нуждаемся, любое общество нуждается в таких вот бессеребренниках, борцов за справедливость. Возможно, кто-то из нас, и я, в частности, в чем-то был не согласен в методах его, в резкости его, но если суммировать, то такие люди нужны в большей степени. И чем больше у нас будет, и вот как говорили, нам нужны сотни, если тысячи, если будут тысячи среди нас таких людей, да, то мы могли бы очень много чего изменить именно во благо общества и во благо уммы. Я когда был и кладбище, и мечети, наверное, как сказать, по кранах, я больше видел, чем азербайджанцев там, татар, кавказцев, дагестанцев, чеченцев, крымских татар и так далее, так далее. То есть он не только был азербайджанцем великим, он был, значит, был великим татарином, он был чеченцем, он был крымским татарином. Я недавно даже видел, как он крымский татар защищал, хотя так резко тоже нельзя защищать, будучи, так сказать, политологом. Я что сказать хочу? Сказать хочу спасибо семье, что его поддерживал, спасибо, что он был таким, спасибо ему мудрому отцу, который, я грамотного азербайджанца второго не знаю, чем Гейдар Джамал. Я помню, что когда
30-й день, когда провел мероприятие Ассоциации мусульман России на ифтаре. Я его пригласил на мой стол. Вместе мы сидели буквально за месяц до этих событий, 1,5 месяца. Я, честно сказать, я его встретил, так сказать, за нашим азербайджанским столом. Ему очень приятно стало, что вот я как ему, как сказать, великодушно его встречаю, вниманием и так далее. Наверное, он что-то хотел сказать, я не знаю. Вот Ахмад Малин свидетель, мы его пригласили, он тут же согласился, что встретиться. Я чувствовал, что у него, наверное, есть материальные сложности. Я еще 8 декабря обратился к азербайджанцам, что, братья мои, вы всех своих грамотных журналистов должны поддержать. Понимаете? Как сказал Ризван наш друг Грубанов, мечети выступаешь, что, наверное, были бы материально обеспечены, наш брат не поехал в Африку снимать фильм, так сказать. Да, наверное, наша тоже вина, что он поехал туда. Вот, я имею в виду, что чтобы сегодняшним мероприятием, чтобы мы не забыли. Я уже встречу организовал азербайджанским делегацией, что как-то в будущем Максима чем-то помочь, собираться чем-то, кто чувствует уважение к Архану. В будущем, я думаю, каждый из нас, кто здесь присутствует, тоже участвует в этом. Конечно же, те братья, которые живут и всю свою жизнь посвятили справедливости, защите прав ущемленных, они достойны великого уважения. Да ведет Аллах Субхану ва Тааля их в райские сады Фирдавс а'ля. Спасибо большое. И вот я слушаю выступающих, очень красивые выступления были на самом деле, и чувствовал, что от души все это идет. У меня вдруг вот вопрос в себе, внутри себя вопрос возник. На самом деле мы собрались в память ушедшего человека. Для меня он как будто вот сейчас с нами рядом сидит, и он с нами разговаривает, и чем-то он выступает своеобразным путеводителем на самом деле. Разные мысли могли быть по поводу поездки Орхана. То, что он был бессребренником в материальном смысле, он был очень богатым душой человеком. И он никогда, будь там Центральноафриканская республика и любая другая государство мира, где проливается кровь, и только мусульманина, но любого человека, там можно было бы увидеть Архана. Потому что для него служение Богу как раз проходило через именно эту стезю, служение людям и тем, что он всегда находился на стороне справедливости. И я в этом смысле воспринимаю его для себя как того героя, жизнь которого может быть уроком для детей, для молодежи, для всех. Я благодарю еще раз вас всех. Спасибо за то, что слово предоставили. Я надеюсь, что его смерть станет для нас всех напоминанием о том, что мы должны жить жизнь, помня о ее конечности. В общем, это все. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я не обладаю таким поэтическим даром, как моя дочь, так что я скажу более, так сказать, прозаично. Сначала я хочу поблагодарить вас, я, Эфенди, хочу поблагодарить всех братьев мусульман, которые помогли организовать этот вечер. Спасибо вам большое. И хотела бы сказать, вот, собственно говоря, о том, что нам предстоит теперь, после того, как мы потеряли Архана. Мы понимаем, что, в общем-то, кроме того, что горевать, наверное, нам следовало бы сделать что-то, за что нам наш ушедший близкий человек был благодарен. И это, ну, в первую очередь, конечно, позаботиться о его сыне, о его сестре. И, во-вторых, это, конечно же, как-то что-то сделать с его наследием, то есть как-то сохранить его наследие и, ну, возможно, сделать что-то о нем, еще какой-то фильм, что-то такое хотелось бы очень. И надо сказать, что вот в этом смысле мы столкнулись с одной вещью, которая... С одной стороны, Гейдар и Архан очень похожи, и внешне похожи, они были как бы носителями одного дискурса, то есть Архан своего дискурса отца прекрасно его тоже поносил, но тем не менее они были чрезвычайно разными людьми на самом деле, потому что Гейдар, в общем-то, не позволял выбрасывать ни одну маленькую бумажечку, которая была у него в доме,
И поэтому сейчас у нас огромный архив, с которым будут работать, я думаю, еще многие годы. И я надеюсь, еще через 100 лет кто-то будет работать с этим архивом. Это безумно интересные материалы. Вот. Архан же был совершенно другим человеком, то есть он был, помимо того, что он был вот таким немного безбашенным, абсолютно безбытным, абсолютно бесстрашным, но при этом это еще был человек, который как-то старался никаких следов после себя не оставлять, поэтому вот никакого такой какой-то огромной пачки бумаг у нас после него не осталось, к сожалению. Ну, что-то есть, конечно, и мы будем с этим работать. А так, что еще сказать, да, нам, конечно, наверное, мы всегда будем жить дальше с этой болью, но это, собственно говоря, наше дело. В той или иной мере его влияние коснулось любого мыслящего мусульманина, любого того, кто интересуется политикой и исламским интеллектуализмом. Вот. Кем был Архан, если рассматривать его фигуру не только как личность, а как некую символику? Это был тот самый человек, тот самый представитель исламской молодежи, который вестником был Гейдар. Это был тот самый человек с наполеоновскими амбициями, но который эти амбиции имел планом не в свою честь воспользоваться, а принести их на благо умме. И смерть Гейдара была символом ухода одного поколения. Смерть Архана это некий акт, который возвещает уход другого поколения. Это поколение исламских радикалов, которых очень любил Архан и которых он сам представлял, несмотря на то, что он был журналистом, но духовно он ощущал себя именно с теми, кому он ездил на Кавказ, в Кабардино-Балкарию, в Дагестан, в Афганистан. Он всегда был представителем именно этих людей. И он умер так же, как и они умерли, так же, как умирают лучшие представители нашей уммы. Вот. Пусть Аллах проявит свою милость к нему и примет его в числе шахидов. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Чтобы чтение Корана не было пустым, как бы мы прослушали как песню и ничего не поняли, я хочу кратко объяснить его смысл. Как раз она применительна к нашему сегодняшнему дню. Аллах Та'аля говорит: «Я айюхалладина аману иттакуллаха хакка тукатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». Вот те, которые называют себя мусульманами, те, которые веруют в Аллаха и в последний день, бойтесь Аллаха должным образом и не вздумайте покидать эту землю иначе, как будучи мусульманами. Ну, каждый из нас говорит, что они мусульмане. Мусульманин, наверное, скорее всего, это общепринятое такое слово, которое объединяет всех мусульман.
Но истинные мусульмане, наверное, скорее всего, Аллах Субхану ва Тааля закладывал в этот смысл тот, которые действительно стали мусульманами, то есть предали себя Аллаху, подчинились Ему в Его указаниях, подчинились Ему в Его запретах и стараются жить теми нормами и теми моралями, которые изложены в основах нашей религии, это в Коране и в Сунне. Иттакуллаха хакка тукатихи ва ля тамутунна илля антум муслимун. То есть не убирайте иначе, как будучи мусульманами. Потом Аллах Та'аля дальше нам говорит как раз о чем мы здесь говорили. Ва'атасиму бихаблиллахи джами'ан ва ля тафарраку. Держитесь за эти идеи, держитесь за ваше единство, держитесь за ваше общее мировоззрение и религию, и никогда не разделяйтесь на различные группы, иначе вы ослабеете в других местах, как она говорит. «Ва'тасиму бихаблиллахи джами'ан ва ля тафарраку». И Аллах Та'аля также «Вазкуру ни'мат Аллахи алейкум из кунтум а'даан фа'аллафа байна кулюбикум». Вспомните, говорит, те времена, когда вы враждебно смотрели друг на друга, а Он объединил ваши сердца и сделал вас исламом, объединив едиными идеями, сделал вас братьями. Сделал вас братьями и объединил вас вот таким образом. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. Вы были на краю пропасти огня. Вы могли упасть в свои могилы, будучи неверными, будучи не мусульманами, но Аллах Субхану ва Тааля наделил вас верой, иманом, и таким образом вы были на краю пропасти огня. Он спас вас оттуда. Он вас спас, сделав ваши сердца близкими к Аллаху, ваши помыслы близкими к Аллаху, сделав вас мусульманами. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля наделил нас этой великой религией, наделил нас единством, наделил нас братством, потому что и пророк Мухаммад часто повторял своим сподвижникам: «Аль-муслиму ахуль муслим». Один мусульманин брат другого мусульманина, независимо от его национальности, от его, скажем, направления того или иного, которое, к сожалению, имеется в исламе, сделал нас братьями. И вот это братство мы должны хранить. И Субхану ва Тааля, давайте сделаем общий дуа, чтобы Аллах Тааля простил нам наши грехи, наши заблуждения, наши ошибки. Сделал наших братьев, которые покинули этот мир, людьми, которыми доволен Аллах, который примет их в свои сады рая. И пусть наши последователи, наши дети, наши внуки не забудут эту религию, а на нас лежит ответственность научить их этому, чему научились сами, и продолжить те дела, которыми жили наш брат Игайдар Джамаль, которого я очень давно тоже знал, и наш брат Архан Джамаль. И пусть Аллах Субхану ва Тааля сделает их дела в назидание нам, чтобы мы помнили о них, чтобы мы шли по пути этих людей, которыми они жили, и чтобы встретились с Аллахом мы без страха и печали в судный день. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Альхамдулиллахи раббил алямин ва лакибату лил муттакин. Вассалату вассаляму аля ашрафил анбияи вал мурсалин. Сайидина ва набiyina Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.